Не место красит человека, а человек место. Я скажу честно, мне ничего не понравилось. Может быть, да. 1100 лет назад никакой Москвы вообще на карте земной не было. Эта мечеть – это наша дань, почтение нашим предкам, которые приняли ислам 1100 лет назад. Именно в знаменование этого события будет строиться эта мечеть. Не место красит человека, а человек место. Знаем такую поговорку, да? Так вот, по поводу места, да, для соборной мечети. Значит, очень было много разных, что ли, мнений, споров по этому поводу. Я изначально предлагал место между Ривьерой и Чашей, вот на улице Сибгата Хакима, на берегу реки Казанки. В конечном итоге место немножко, скажем, в стороне оказалось, но тоже на берегу реки Казанки. Это, на мой взгляд, это очень важно, потому что река имеет очень мощный градостроительный фактор. На мой взгляд, получилось, что и место красит будущая соборная мечеть, и соборная мечеть красит это место. Я бы так ответил на этот вопрос. Они красят друг друга, они друг друга достойны. Мусульмане, которые будут приходить на эту мечеть на молитву, они имеют доступ, пешеходный доступ к этому объекту. Да? Река тоже, она усиливает градостроительный фактор и эстетический фактор. Река является мощной градостроительной доминантой нашего города. То есть город формировался изначально на берегу реки Казанки. Да, мы действительно делали два проекта, один под девизом «Ковчег», другой под девизом «Тюльпан», то есть ля-ля-ща-ща по-татарски, да, такой излюбленный цветок у татар. Второй проект, он более, я бы сказал, традиционный, основан на на арочных элементах, да, таких вот тоже традиционных для архитектуры Востока и для архитектуры культовых сооружений, таких как мечети. И, конечно, было очень трудно сделать выбор самому, какой из них предпочтительнее, так бы я сказал. В конечном итоге на конкурсе мы представили оба варианта, и эти оба варианта они вошли в шорт-лист 5 лучших проектов, но комиссия, жюри отобрала «Ковчег». Я думаю, это правильно. По ситуации, которая была предложена, будущая мечеть будет находиться на берегу реки. А то, что связано с рекой, это как-то вызывает ассоциации с такими, скажем, речными транспортными средствами. Это лодки, да? И вот в этих ассоциациях, в этой череде как-то пришла в голову идея ковчега как транспортное средство с одной стороны, а с другой стороны как средство спасения людей, жаждущих спасения, так бы я сказал. Каждый делает определенный моральный выбор в этой жизни, значит, быть спасенным, жить по заветам Всевышнего или, значит, как-то по-другому, так бы я сказал. Я бы не стал его называть какими-то конкретными уже, что ли, там, хай-тек или еще что-то, или модерн, постмодернизм. Я бы сказал так, что это современный стиль, современная архитектура, потому что правый берег Казани застраивается современной архитектурой. Это несколько разнородные здания, но они все современные. Я могу привести только опыт проектирования мечети Кул-Шариф, который я в свое время тоже победил в конкурсе 26 лет назад. И могу сказать, что был очень долгий процесс проектирования, и уже в процессе разработки рабочей документации вносились изменения в соответствии с конкретной ситуацией, что ли, так бы сказать. И проект, который был воплощен, и проект, который победил в конкурсе, они, конечно, очень сильно отличаются друг от друга. 1100 лет назад никакой Москвы вообще на карте земной не было. И поэтому, мне кажется, здесь как-то там соревноваться в высоте минаретов нет никакой необходимости. И, на мой взгляд, это не главное, не высота минаретов, она
В нашем проекте вот там 2 больших минарета, 2 малых. И исходя из того, что были заданы очень четкие ограничения по высотности, не больше 80 метров, вот мы этого и придерживались. В нашем проекте мечеть располагается на стилобате, потому что сама территория, она имеет такой вот, ну, яму, что ли, да, своего рода яма, дамбы вокруг нее, и она в низине такой оказывается. Нижний уровень это будут парковки автомобильные, а верхний уровень, второй уровень стилобат, это будет общественное пространство, такой своего рода халяльный центр, где будут халяльные магазины, халяльные кафе, халяльные парикмахерские и так далее, продуктовые магазины, магазины одежды. Это будет центр такого общения, ну, такой халяльный шопинг-центр, что ли, так будем говорить. Да? В дальнейшем, конечно, предстоит еще большая работа по разработке рабочей документации. Естественно, там будет в соответствии с нормативами необходимыми, да, прочими, она будет видоизменяться, бесспорно, она будет совершенствоваться, и в процессе рабочего проектирования должна приобрести свой окончательный облик. Я скажу честно, мне ничего не понравилось. Знаете, я занимаюсь мечетями уже 26 лет, и по моим проектам построено 12 мечетей, да, в Татарстане, в Башкирии, в Казахстане. Я долго этим занимаюсь, проектированием культовых сооружений. Знаю от и до, и что, так сказать, и что-то происходит в сфере культового зодчества во всем мире. Имею полное об этом представление. И вот с позиции этих знаний, что ли, да, и своего опыта проектирования культовых сооружений, те проекты, которые были представлены, видно, что эти проекты делали люди, которые к культовой исламской архитектуре не имеют никакого отношения.